Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «А что у вас?». Она создана при поддержке Союза журналистов Ямала. Еженедельно мы обсуждаем важные и интересные темы не только с моим гостем в студии, но и с моими коллегами, которые состоят в Союзе журналистов России из разных городов. Сегодня выйдем на связь с Надымом и Якутском. А говорить мы будем о редких болезнях, которыми страдают северяне. Ну, наверное, не только северяне. У меня в гостях заведующий патологоанатомическим отделением ЦГБ Рамиль Назмеев. Здравствуйте, Рамиль. Здравствуйте. Давно мы с вами не виделись. Сколько лет тоже? Достаточно. Да. А вот к вам, кроме меня, вообще туда приезжают, вот к вам в отделение? Я помню, лет 6 у вас был. После меня телевизионщики приезжали? В том году был репортаж ко Дню медика. Молодцы, здорово. Вот есть же шутка, да, вот, в которой, мне кажется, такая большая доля правды, да, что вот правильный диагноз могут поставить только патологоанатомы. Ну, без сомнения диагноз, да, который. Но они его могут поставить только в последний раз. Нет, почему? Мы основной работой занимаемся, это 90% диагностика прижизненных заболеваний. Ну, основная масса – это выявление онкологических случаев. Ну, то есть доброкачественная, злокачественная опухоль. Ну и в ряде случаев инфекционные заболевания, там, туберкулез, какие-то аутоиммунные болезни. Я знаю, что у вас даже есть какой-то волшебный современнейший микроскоп, да? Ну, да, в рамках нацпроекта нам, когда обновили... Нацпроекта здравоохранения, да? Да, нацпроекта здравоохранения по онкопомощи нам обновили оборудование, и в том числе вот был приобретен такой сканирующий микроскоп. Здорово помогает в работе. Ну, да, потому что он делает? Непосредственно он переводит препарат со стекла, он в цифровую форму, то есть делает скан. И достаточно с высокой разрешаемостью, да, то есть просмотр. И что мы можем сделать с этим цифровым сканом? Мы можем его отправить в любую, в принципе, точку страны или мира, где есть эта программа, да и по почте, в принципе, по электронной. То есть, и вот из таких моментов, вот когда у нас эпидемия была, да, то есть трудность передвижения была, да, ну вот. Очень хорошо выручало. Да, да, то есть мы сделали препарат, отправили в Питер профессору, пришел результат, и мы смогли назначить лечение. Слушайте, я так понимаю, что он-то помогает и врачам всех направлений, да, я так понимаю, там и кто вам сдает материал на изучение? То есть это же могут быть и инфекционисты, это могут быть и сердечно-сосудистые какие-то... Нет, сердечно-сосудистые, это в основном онкологи. Ну, в принципе, любой материал, который, да, то есть биопсийный, ну, то есть гематологи это могут быть, инфекционисты, если есть такая необходимость. И благодаря вот этому инструменту, скажем так, врачам по всем направлениям гораздо легче потом ставить диагнозы, выявлять болезни, точные диагнозы ставить. Скажем так, это помогает в консультировании, чтобы не беспокоить пациента, то есть цифровизация, да, то есть как телемедицина. Вот это такое развитие. Ну, я могу ошибаться, конечно, да, но мне вот все-таки кажется, что самые такие, наверное, редкие какие-то заболевания встречаются в инфекционном отделении. Я ошибаюсь или нет? Да нет, ну, если мы говорим, тут надо как... Вообще говорим, когда редкие болезни, да, по всем направлениям. По всем, ну, редкие. Да. Ну, давайте так, орфанные, да, заболевания, 10 человек на 100 тысяч, да. То есть это 10 человек, которые страдают этим заболеванием на 100 тысяч населения. Соответственно, туда входит большой перечень, начиная от злокачественных, генетических заболеваний, ну, то есть 7% это. Ну, само собой, что, допустим, инфекционные болезни – это сейчас редкость. Согласитесь, да, что чума это редкое. То есть, ну, соответственно, инфекционные болезни, они отчасти становятся как бы редкими. Мне давно рассказывали историю, врач-инфекционист, что был такой пациент, который привез из Таиланда каких-то таких неизвестных глистов, которые проявляли свою активность только в 3 часа ночи. Никак не могли понять, из-за чего же он страдает. Потом вот только когда вот в 3 часа-то их ночью поймали, тогда все поняли. Потому что они водят в Таиланде, поэтому, наверное, врачи и знают. по-другому. Да, они знают, как бы. Нет, у нас тоже в практике было, когда мужчина, по-моему, приехал с образованием на коже, хирурги удалили, вот он на югах летом был, там комар переносит нематоды, ну, то есть черви, вот они таки поселились, это их иссекли, мы увидели. Ничего ну, и там себе. определили, да, то есть как бы есть такое. Хорошо, давайте мы сейчас выйдем на связь с нашими коллегами. Елена Данилова, специалист по связям с общественностью Надымской районной больницы и врач-инфекционист Урал Мухарямов. Елена,
Ну, давайте мы сегодня поговорим о редких заболеваниях. А что у вас в Надыме с редкими заболеваниями? Добрый день. Редкие заболевания в Надыме у нас, как ни странно, тоже редкие, но тем не менее все-таки случаются. Подробнее об этом расскажет уже наш врач-инфекционист Мухарямов Урал Нурлович. Очень приятно. Здравствуйте еще раз. Ну, расскажите, какие редкие заболевания встречались у вас в Надыме? Ну, не то, что вы встречались, встречаются постоянно. Регион у нас не эндемичный, но тем не менее заболевание такое, как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, у нас все-таки встречается. Все случаи являются завозными, но забывать про это заболевание ни в коем случае нельзя, потому как заболевание серьезное, имеет достаточно много осложнений. Угу. А вот как оно характеризуется, какие симптомы, не знаю, чтобы мы понимали, да, о чем идет речь? Вообще, в простонародье называется заболевание мышка. Потому как передается именно от животных, и там, где пробежала мышка, сходила, так скажем так, в туалет, есть огромная вероятность того, что человек вдохнет пыль, или же вот эта пыль попадет на слизистые, и человек может заболеть. Как правило, это заболевание происходит, когда человек куда-то пошел на рыбалку, на охоту, или же поехал к себе на дачу. Вот я прошу прощения, у нас вот, я тоже дачник, да, и у нас вот на дачах была проблема год или два назад, когда мышей столько стало, и вот они забегали в дома. Но вроде бы из дачников никто не заболел, слава богу. Как-то принесло нас всех. Но у меня не было дома мышек. Если рассматривать именно наш Ямало-Ненецкий регион, то, да, конечно, тут заболевание нетипичное. Но если вот я корнями сам с Башкирии, вот, ну, там геморрагическая лихорадка, никого не удивишь. И там достаточно сходить в баню, один раз поддал пару, например, да, или там решил убраться где-нибудь в гараже, в сарае, пожалуйста, вдохнул, или там пыль попала на те же самые слизистые, царапины, все, пожалуйста, заболевание начинается. И заболевание поражает, как правило, почки. Вообще и сосуды, и почки. И, конечно же, в период вспышек острых инфекционных заболеваний обязательно нужно делать диагностику. И, как и при всех инфекционных заболеваниях, максимально важным является это анамнез. Анамнез заболевания. Ничего себе. Слушайте, оно не только редкое, оно и страшное какое-то заболевание, если честно. Действительно, для региона Башкортостан, например, это является эндемичным, как и для многих регионов нашей огромной страны. Заболевание серьезное, и быстро, к сожалению, от него не выздоровеешь. Лечение только в условиях стационара, под постоянным контролем биохимических показателей, работы почек, ну и симптоматическое лечение, конечно, обязательно. К сожалению, с учетом того, что заболевание носит вирусную этиологию, хорошего противовирусного препарата пока еще в отношении него нету. Но из хороших новостей у нас есть вакцинация. То есть по всей России есть вакцинация. Да, вакцинация показана не всем, а, например, там, дачникам, рыболовам, охотникам или же людям, по профессии которых так или иначе часто находятся там в лесу и подобным. Слушайте, ну все, теперь надо вакцинироваться. Я-то дачник, мне это обязательно. Урал, спасибо вам большое, что вышли с нами на связь. Елена. Спасибо вам большое, да. Ну, если у вас будут какие-то еще редкие интересные заболевания, какие-то редкие случаи, вы нам обязательно сообщаете. Мы будем с вами созваниваться и разговаривать на эти интересные темы в целях профилактики. Спасибо, что вышли с нами на связь. Мы продолжаем. У нас же вот сердечно-сосудистые заболевания одни из самых распространенных же считаются, правильно? А вот какие-то редкие среди них бывают или нет? Такие редкие-редкие. Ну, вот это синдром Марфана, допустим, наследственное, да. Ну, это как врожденная аномалия, порок развития. Ну, то есть редко там требуется, допустим, оперативное вмешательство. Ну, какие-то с нарушениями ритма, да, то есть это все больше врожденные заболевания. То есть по наследству, которые передаются, получается? Ну да, какие-то по наследству передаются, какие-то, то есть вследствие какой-то мутации там спорадической. Ну, генные, можно, да, сказать? Ну да, то есть это все это. Ну, то есть они 70% всех вот этих редких орфанных заболеваний, они как раз и являются наследственными. И в чем проблема в том, что они могут очень длительно протекать бессимптомно и уже как бы в поздних стадиях выявляться. Ну вот смотрите, я знаю, что у нас еще периодически проводят
какие-то редкие операции, да, ну, вот, в частности, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нас приглашают туда, мы снимаем, смотрим, потому что на самом деле для нашего региона это сложнейшие операции. Ну и с каждым годом они, я так понимаю, становятся проще, что называется, рука набивается, да. Вот как часто сейчас такие редкие операции проводят? Я думаю, вы все равно знаете, вы с коллегами общаетесь. Ну, как бы, я не могу сказать, насколько часто, потому что специфика работы немножко другая. Ну, допустим, знаю, что появились там аортобифеморальное шунтирование. А вы, когда такие слова сложные говорите, вы их маленько переводите нам, пожалуйста. Да? Ну, то есть делают протезы уже на аорте и бедренных сосудах, то есть что помогает, ну, спасает нижние конечности, да, то есть ну, вот как стентирование делают, да, когда на сердце, так уже на аорте достаточно сложная операция. Вот, но это вам надо, наверное, ну да, мы будем на эту тему разговаривать, когда будем подробнее этот вопрос изучать. Хорошо. В каких случаях пациентов отправляют сегодня на операции лечения, ну, в какие-то крупные медицинские центры, в какие-то институты? Ну, я знаю, что такое практикуется. Да, может быть, реже это стало в силу того, что мы сами здесь на местах делаем уже какие-то сложные операции. Вот, но тем не менее. В каких случаях? В каких-то совсем сложных, да? Давайте вот 17 лет, когда назад пришел, да, у нас здесь не было даже вопросов там про биопсию молочной железы. Сейчас биопсия молочной железы, это как такой ведущий у нас злокачественное образование, да, то есть оно уже поставлено на поток. Соответственно, мы выявляем, диагностика, то есть иммуногистохимия, то есть все, здесь проводим исследования, и потом уже онкологи принимают решение. Химиотерапии с дальнейшим там, оперативным лечением, это уже поставлено на поток. То есть эти пациенты уже лечатся полностью здесь у нас. Включая операционную? Да, включая операционную, да. Есть, допустим, вот какие-то редкие заболевания, да, которые требуют непосредственно уже направления в центр. Допустим, детская онкология. Это достаточно редкая, да, у нас. Вот. Ну, а если она требуется, то непосредственно там в центр имени Рогачева, да, отправляем. Это в Москве? Да, в Москве. Это онкоцентр, известный, который занимается именно... У нас с ним какой-то договор о сотрудничестве тоже, да? Ну, видимо, контакты налажены, непосредственно, конечно, там все это, потому что они принимают детей со всех регионов нашей страны. И если есть такая необходимость, конечно, мы им отправляем. Если есть необходимость других, допустим, там аутоиммунных есть. Но очень много сейчас оперируется здесь, на месте, лечится, диагностируется. Если что-то даже мы не можем здесь на месте, да, то есть мы можем, допустим, по своей отправить там. Вот очень сильно развивается именно телемедицина. То есть мы это можем все отправить непосредственно во все федеральные центры. Там посмотрят? Да, там посмотрят, допустим, они могут изучить те же самые МРТ, КТ, то есть снимки, и уже на основании этого дать свое заключение, чтобы человек не ездил, то есть не тратил свое время, а здесь уже получит. И если там придет ответ, что действительно требуется в федеральном центре, конечно, ему назначат, и он поедет. Хорошо, я когда готовился к программе, я хотел, чтобы объять, что называется, необъятное, все редкие болезни по всем направлениям медицины, да, и встретился я еще и с врачом-психиатром Дмитрием Евдокимовым. Давайте посмотрим, что он нам расскажет о редких каких-то недугах, да, которыми страдают люди с нарушенной психикой. Вот на данный момент в нашей больнице в плане редких заболеваний, в детстве есть один синдром Аспергера, 2 синдрома Туретта, и один синдром Аспергера уже передан в взрослую лечебную сеть. Это уже ребенок, который стал взрослым. То есть это за все время, которое я здесь работаю. Чем эти болезни характеризуются? Это достаточно редкие нарушения. Если Аспергера, это в коммуникационной сфере, когда у человека такой вид аутизма, когда он абсолютно понимает все то, что написано, но не понимает, когда к нему обращаются без другой, первой сигнальной системы. То есть все невербальные формы общения для него малодоступны или недоступны. То есть он не понимает. Интеллект сохранен, речь сохранена, все сохранено, но он не может общаться, потому что не понимает эмоции, мимику и так далее. То есть все, что написано буквами,
То, что касается логической части, он понимает все четко. А вот другое, и из-за этого бывает вот достаточно сложно таким людям влиться в общество. Но вот таких 2 случая уже выявлены, поставлен диагноз, и один даже более-менее адаптирован, как бы, случай есть. Вот, то есть синдром Туретта — это непроизвольное выкрикивание бранных речей у, как бы, человека, который вот, спонтанно начинает выкрикивать вот те или иные бранные слова, абсолютно не контролируя этот процесс. Вот. Иногда при волнении этот синдром может усиливаться, вот, при лечении может уходить. Ну, теперь мы, в принципе, должны понимать, то, что если человек где-то рядом находящийся вдруг внезапно начал произносить какие-то бранные слова, это может быть не какой-то хулиган, а может быть, на самом деле, человек с этим заболеванием, да? Ну, вполне возможно, что могут так вот там такие люди и попасться. Какие вы вот такие, знаете, может быть, фобии, да, у людей? Я вот, допустим, знаю, что есть люди, которые боятся, чтобы прикасались к их пупку. Вот есть такой вот пупку. Вот если кто-то прикоснется, для них это... Вот что такое интересное вы еще встречали, может быть, в своей практике? Не, ну, наверное, там, боясь крови, как бы, этот, ну, такое общее. Практики-то свои. Да. А вот когда у человека внутри, в желудке живут волосы, я знаю, есть такое заболевание. Нет, там не волосы, это... Ногти, что? Нет, есть там 2, и смотря что вы имеете в виду. Если, допустим, в желудке... У тебя, когда волосы ест волосы, да, это, по-моему, бизар называется. Да, то есть он накапливается, не зарастая, ну, то есть и не переваривается, накапливается это. Но они там не растут и не приживаются, они просто накапливаются. Да, накапливаются. Растут, могут расти волосы в яичниках. Дермоидные кисты, то есть это аномалия зачатка, там да. Это редкое заболевание. Не совсем редко, часто встречаем, то есть там в яичнике и волосы, и зубы, и все такое. Выглядит страшновато так. Страшновато. Ну, да. Видели? Часто. Ничего себе. Слушайте, ну да, я даже сейчас как-то представил, как-то страшновато. Хорошо. Вот мне кажется, особенно сложно, да, это у нас есть же как бы подтверждение тому, это ковид, выявлять какие-то новые вирусы. Они же постоянно мутируют, а потом какие-то новые появляются. Вот и непонятно же сразу, как с ними бороться-то. Ну, во-первых, там много специалистов подключается, ну, вот в том числе и мои коллеги, врачи-патологоанатомы. Ну, то есть после проведения вскрытия, конечно, мы изучаем и органы мишени, то есть и какие поражения. Вот я забил просто в интернете там редкие болезни в мире, и там такой список вывалился, там, ну хотя бы штук 10 их, там первых. Вы наверняка их читали, знаете. Вот из этого списка в ноябрьске какие-то встречались или нет, редчайшие которые? Нет, ну, на практике нет, с редчайшими заболеваниями, прям вот с такими редкими не встречался. Нет, бывали достаточно, то есть случаи, которые, ну, один, там, за всю мою практику, да, там, один случай был, ну, то есть редкий, да, там, допустим, у девочки 12 лет, там, опухоль яичника. Или там у женщины, да, и причем поехал, по-моему, в Тюменский онкоцентр, там сказали, вы что, у нас тут с открытия таких мы не знаем, как это лечить, поэтому отправляйтесь в Москву. Ну, то есть такое, как бы, есть, оно попадается. Главное же не забывать про все эти заболевания, то есть которые есть, ну, которые достаточно редкие. Ну да, это очень, конечно, сложно в этом разобраться, во всех этих заболеваниях, когда они еще так нечасто встречаются, да, еще и можно же ошибиться в диагнозе, то есть неправильно сначала какой-то поставить, потом другой верный. Вот как, подготовившись, да, к этой программе, так и тоже посмотрел, скажем так, у пациентов порой вот с этими заболеваниями проходит где-то, может, от начала симптоматики до 5-7 лет. И такой интересный термин прочитал, называется диагностическая одиссея, когда вот он начинает по докторам, трудность-то в чем? Что очень часто эти редкие заболевания, они несут либо стертый характер какой-то, то есть, ну, либо
То есть, несут, ну, то есть, как бы, может быть, похоже вообще на какие-то другие заболевания. Да, на другие заболевания, их очень, скажем так. И человек, который, ну, представьте, он лечит все время как бы... От одного? Да, ну, у него один список, да, и тут приходит... Ну, конечно, наверное, сразу сложно распознать это заболевание. Поэтому тут у нас на помощь как бы... приходит телемедицина. Вот в этом, да. Тут как бы это... Ну, или главный врач. Хорошо. У нас на связи уходит Якутск. Корреспондент телеканала «Якутия-24» Надежда Саханская. Надежда, добрый день. Спасибо, что вышли с нами на связь. И вопрос у нас, как всегда, как название программы, а что у вас в Якутске с редкими заболеваниями? Расскажите нам, пожалуйста. Значит, добрый день. Хочу сказать, что я подготовила для вас 4 истории. На самом деле ученые сейчас занимаются исследованием феномена якутского генома, который изучен только на 5%, потому что люди, которые проживают на этой территории, у них складываются свои пищевые привычки, привычки образа жизни, и это все влияет на здоровье человека. Вот, например, как ни странно, у нас диабет в республике очень распространен среди именно коренного населения северных районов республики. Это то, где люди живут за полярным кругом, потому что пищевые привычки вот из поколения в поколение формировали иммунную систему, и, соответственно, вся синтетическая привозная продукция, вот эти шоколадки, что-то из быстрого питания, оно очень пагубно сказывается на организме, и люди становятся инсулинозависимыми. И причем в тройке коренных малочисленных народов оказываются эвены, эвенки и юкагиры. Вот у них есть такая проблема. Отсюда, кстати, после диабета выплывает ожирение, потому что после этого сломан обмен веществ. У нас также есть и якутский синдром низкорослости. Оказывается, каждый 100-й якут – это носитель синдрома. Болезнь вызывает нарушение обмена веществ, и в результате чего дети, к сожалению, выживают максимум до 3 лет. Это обусловлено генной мутацией. Исследования сейчас ведутся, но пока говорить о том, как появляется эта болезнь и что можно сделать для того, чтобы остановить ее, ну, не эволюцию, а остановить ее развитие и как-то сделать так, чтобы человек, даже если он является носителем этого гена, продолжал нормально существовать, пока говорить еще рано. Якутия – это такой регион, где есть и промысел, не только охота, но и рыбалка, и люди, которые живут в населенных пунктах рядом с водоемами, очень подвержены глазной инфекции. Есть, оказывается, паразитарное поражение органов зрения, когда у человека инфекция случается из-за нитевидных нематодов. В полость глаза через укус овода или мухи попадает вот такая нехорошая вещь. И на самом деле проблема заключается в том, что многие все-таки придерживаются того мнения, ну, когда заболит, тогда пойду. А вот на самом деле тянуть с этим не надо, и надо бегом просто к офтальмологу, но благо у нас офтальмология очень хорошая в республике, действительно есть чем похвалиться. И феномен еще начала 20 века – это вирусский энцефалит. Тоже загадка, на которую генетики до сих пор не нашли ответа. Вспышка случилась в 1925 году. Тогда появились очень странные больные, которые впадали в спячку. Спячка это продолжалась на протяжении месяца. Потом люди снова возвращались в привычную жизнь, но у них изменялись черты лица, лицо становилось отекшим, недвижимым, совершенно какие-то лицевые мышцы не работали. И оказалось, что основной орган поражения – это головной мозг, потому что вот такой энцефалит, он влияет на центральную нервную систему человека. И вот уже в 50-е годы к исследованиям привлекали даже военных, представьте себе, во-первых, потому что это могло вызвать угрозу национальной безопасности, а во-вторых, тогда считалось, что у военных все-таки самые передовые научные и медицинские технологии и исследования. Вот. Был один из ученых чешского происхождения, который пытался приехать к нам в республику, но ему не удалось оформить документы в советское время, с этим было строго, и, в общем-то, он у нас на территории, вот, где проходила эта вспышка, так и не побывал. Потом, как выяснилось,
Вилюйский энцефалит вызывался у людей, которые страдали иммунодефицитом, потому что мы снова возвращаемся к пищевым привычкам, и оказывается, местное население там питалось только рыбой, и, соответственно, всех необходимых макро-микроэлементов для организма не могли получить. Вот. Ну, как в начале нашей с вами беседы я сказала, на сегодня удалось вычислить лишь расшифровать 5% якутского генома, и пока сделать однозначные выводы по вилюйскому энцефалиту рановато, но сейчас больных вот этой вот коварной инфекцией насчитывается около 100 человек. Надежда, очень интересно. Ну, я, честно говоря, даже не ожидал, что вот такие у вас сложные случаи в Якутии. Но теперь будем знать. Спасибо, что вышли с нами на связь. Спасибо огромное. Слушайте, ну, такие случаи тоже, да, вот Якутия, северный регион, у них там сейчас, правда, похолоднее, чем у нас опыт теперь, да, так сказать, а у них да, у нас таких случаев не встречалось, вот то, что мы слышали. Нет, таких-то нет. Таких нет. Ну, все должны быть... Подобные. Нет, с энцефалитом быть осторожны, тем более мы живем в регионе, где... Это да. Хорошо, вот кратко, буквально несколько минут у нас осталось еще. Редкие заболевания, которые присущи в детском возрасте, существуют или нет? Да. У нас, которые встречались здесь. Ну, допустим, болезнь Гаше, то есть нарушение там сфинголипидов. То есть это обменное нарушение. То есть выявили как бы этот... Ну, после исследования операционного материала редкость, ну, выявили, поставили. Сейчас, наверное, живет мальчик. Слушайте, вот я не знаю, как эта болезнь называется, но когда человек уже, в принципе, взрослый, но выглядит как ребенок. Я знаю в Ноябрьске 2 таких случая. Я этих ребят знаю. Вот, замечательные ребята. Это часто такая распространенная болезнь или нет? Вот здесь я, честно, не отвечу. Я как бы не сталкивались? Не сталкивался, честно. Понятно. Хорошо. Еще вопрос. Лишние пальцы на руках, на ногах при рождении детей. Как часто это встречается? Я вот когда-то читал, что это там может быть 1 случай на 100 рождения ребенка. Ну, значит, это не такая редкость. То есть это не редкое? Ну, к нам периодически приносят такой операционный материал. Ну, и в этом ничего не страшного. Это. Нет, ну, бывает, что добавочный пальчик, добавочная мочка. Ну, то есть это аномалии, которые лечатся. Косметически убираются, да, косметические. Хорошо. И последний вопрос, что называется. В завершении, среди венерических заболеваний встречаются сегодня какие-то редкие или нет? Не, наверное, с венерическими-то по большей части справляются, но это больше к венерологам как бы вопрос. Но если в старые времена то у нас был сифилис 3-й, 4-й стадии, сейчас это редкость. Но вот на моей практике помню 2 таких случая. Ну, которые с летальным исходом. То есть, как в том анекдоте, милый, что тебе привезти из отпуска? Жена, вези, что хочешь, все лечится, да? Хорошо. Не удержусь, еще задам один последний вопрос. Вот лично из вашей практики, конечно, так лучше, конечно, в это время сейчас не кушать. Вот при вскрытии пациентов много ли там, мы же тут все рыбаки, вот эти вот глисты, там что вот вредное это такое, которое мы себе, может быть, носим, но об этом не знаем особо. Я больше... Ну, я понял, это у нас самое страшное, это как бы это пистархоз, да? Да. Ну, это больше, конечно, инфекционисты, насколько... Но это все, они обитают в бассейне Обской губы, вот те, которые там, Куровская, Тазовская, там это, слишком холодно для них, поэтому, как бы, да, избегайте есть там езей, белую рыбу. Ну, готовить ее хорошо. Ну, да, конечно, правильно готовить, там, правильная засолка, правильно, ну, жарко. Там, в морозилке месяц при температуре 30 градусов. То есть, как бы... И тогда ничего не будет. Ну, да, ну, лучше все-таки избегать. Потому что, ну, на практике, когда в ординатуре людей из Тобольска, там достаточно прям такие были суперинвазии, да. Родина моя. Хорошо. Спасибо, что пришли. Ну, я, кстати, кушал там, все, люблю стерлядку. Я сетровая. Ну, стерлядка. В этом нет плохих. Стерлядки каждому можно прописывать, да. Да, она совершенно безвредная рыба, очень даже вкусная. Вот на этой позитивной ноте мы будем заканчивать нашу сегодняшнюю программу. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Это была программа «Что у вас?» при поддержке Союза журналистов Ямала. До свидания. Увидимся.